Дорогие братья, в промежутке, хоть и ведущие, некоторые ремарки буду вносить. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, в своей прощальной проповеди и во многих хадисах всегда подчеркивает основные принципы единения. В одном из хадисов посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорит: вот всегда, периодически люди, которые хотят раскола, хотят вражды, а ведь за теми людьми тоже еще какие-то силы стоят, которые управляют этим миром какими-то процессами. А для этого нужна кто-то бывает заинтересован в дестабилизации. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в своих хадисах очень часто напоминает об общих наших принципах, вокруг которых мы обязаны объединиться. Аллах в Коране говорит: «Валя язалуна мухталифина». Рабы всегда не перестанут быть различными. Наши различия во взглядах, различия во многих критериях, во многих вещах – это дополнение наши друг друга. Не зря Всевышний Аллах в Коране говорит: «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим. Инна халакнакум шу'убан ва кабаиля литаарафу». Я, говорит, сотворил вас племенами и народами для того, чтобы вы обретали знания, познавали друг друга. Потому что у каждого народа есть то, чему может научиться другой народ. У каждого раба есть чему поучиться у другого своего брата по вере. Если же мы будем приниженными взорами смотреть на свое окружение, ты никакой пользы из других рабов Всевышнего Аллаха не извлечешь. Поэтому ты всегда должен считать себя нуждающимся в этих знаниях, нуждающимся в познаниях друг у друга. Когда у мудреца спросили: откуда ты получил столько мудростей? Я получил и от знающих, и от мудрых, и от глупцов, сказал он. Ну, как же ты получил мудрость от мудрых и знающих? Это понятно, говорит. А как, говорит, от глупцов? От глупца ты чему научился? Он говорит: я перестал, то есть я получил, он мне показывал то, что как нельзя поступать. То есть от него тоже то, что кто-то делает плохо, это не значит, как у него учиться. То есть не брать этот плохой пример. Мы должны всегда стремиться брать друг у друга только хороший пример. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал следующий хадис, который нельзя забывать. «Ман салля салатана», говорит посланник Аллаха, тот, кто совершает нашу пятикратную молитву. «Вастакбаля киблятана», и смотрит в нашу киблю. «Ва акаля забихатана», и есть то, что нами зарезано. «Фазакумуль муслим лаху зимматуллахи ва зиммату расулихи». Это мусульманин, говорит, которого неприкосновенность которому гарантирована Всевышним Аллахом и посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. И не нарушайте эту неприкосновенность, говорит вот в таком смысле посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма. Вот об этом нужно всегда думать. Это человек, наш брат по вере. Сейчас я еще из таких вот хадисов, которых бы сегодня хотелось бы привести здесь хадис посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который гласит, есть ряд хадисов пророков, в которых он начинает «Ляйса минна», не является из нас, то есть не имеет ко мне отношения и к этой умме, к этой религии тот, кто совершил то-то, то-то. Посланник Аллаха говорит: «Ляйса минна ман лам ярхам сагирана». Не является из нас тот, кто не милосерден к слабому, младшему, к детям. «Валам юкир кабирана», и не почитает взрослых среди нас. Сегодня очень многие взрослое поколение жалуются на то, что молодые не проявляют должного уважения к старшим.
это из хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, оказывать почтение, уважение, потому что он отличается в возрасте, он старше тебя, особенно если человек старец, этому человеку наша религия предписывает оказывать почтение. И в конце говорит посланник Аллаха: «Валям я'риф ли'алимина кадра». И тот, кто не знает нашим алимам их степени. То есть те люди, которые не почитают алимов. Потому что люди алимы, знающие люди, это стержень общества. Они ведут это общество к истине, отдаляют от заблуждения. Да поможет нам Всевышний Аллах придерживаться всех призывов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому сейчас я хочу предоставить слово Абдулла Хаджи Ацаеву, который нам расскажет, так как он мало кто знает о достоинствах своего устаза, своего шейха. Пожалуйста, Абдулла Хаджи, расскажи нам немножко и о своем шейхе, и то, что ты считаешь уместным сегодня нам рассказать ради сохранения сближения наших сердец, почитания наших старших. Пожалуйста, Абдулла Хаджи. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. То, что Мухаммад Расул Хаджи поставил передо мной задачу рассказать о достоинствах наставника, это, конечно же, я не могу, потому что рассказать о них могут такие же, как и они. Мы расскажем то, что в наших силах, то, что мы сами знаем, понимаем. Во-первых, дорогие братья, Аллах Та'аля в Коране нам рассказал историю, когда Муса, алейхиссалям, вышел в путь в поисках учителя. Это Хизри, алейхиссалям. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Когда он его нашел, он долго его искал, нашел, он сказал, Аллах Та'аля рассказывает, Бисмиллахир-рахманир-рахим. «Каля лаху Муса, халь аттабиука аля ан туаллимани мимма уллимта рушда, садак Аллаху аль-азим». Могу ли я присоединяться к тебе, следовать за тобой, чтобы я получил у тебя знания, которым тебя Аллах Та'аля наделил? То есть этот аят нам, Аллах Та'аля в этом аяте подсказывает, что нам необходим учитель, с которым мы идем на пути познания Аллаха, который будет нас обучать и вести нас по этому пути. Почему? Потому что не все можно взять из уст, из слов. Очень многое берется, смотря на поведение, на характер, на нрав. Ибо лисануль хали андак мин лисаниль макаль. Язык твоих действий намного красноречивее, чем язык твоих слов. И когда человек находится рядом с богобоязненным, благонравным, с обладателем высокой морали человеком, естественно, он, того даже не желая, впитывает в себя качество этого благородного человека. Поэтому нам шариат очень настойчиво предлагает находить для себя хороших товарищей, хороших друзей, хорошего общества, чтобы мы в этом обществе получали от них посредством халя те благие качества, нравы, которые у них имеются. В достоверном хадисе, который передает Абу Дауд, Тирмизи и Ахмад от Абу Хурайры, радийаллаху анху, говорится, это достоверный хадис: «Аль-мар'у аля дини халилихи, фалянзур ахадукум ман юхалил». Садак Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям. Он говорит, человек исповедует религию своего товарища, друга. Поэтому вы узнавайте, с кем дружите. Это очень важный хадис, потому что он нам подсказывает, с кем нам надо провести время, с кем дружить и у кого взять ильм, у кого взять амал, у кого взять
благие нравы. Особенно, дорогие братья, в наше время является очень таким острым вопросом вопрос подрастающего поколения. Потому что для того, чтобы они получали и впитывали благие нравы, высокая мораль, богобоязненность, им необходимо находиться в обществе таких же людей, хороших, богобоязненных. Но у них, к сожалению, это отсутствует. Они воспитываются негативом либо в мире интернета, в виртуальном мире, либо в реальном мире на улицах города, сел, находясь в негативном обществе. Поэтому родители должны заранее думать, смотреть, контролировать своих детей, чем они занимаются, с кем находятся, каким делами занимаются, какие у них и самое важное, друзья, товарищи. Мы должны их приучить, чтобы они с детства на такие маджлисы ходили в медресе и брали ильму, хоть мало, хоть много у алимов. И чтобы мы таким образом привили в них этот нехватающий в наше время духовность, привить в них благой нрав, привить в них высокую, красивую мораль. Аллаху Та'аля в Коране в очень многих аятах, а также пророк алейхиссалям в хадисах описывает, какими качествами, какими нравами должен обладать настоящий истинный мусульманин, богобоязненный, муттаки. Например, 133 по 136 аяте суры Аль-Имран. В этом аяте Аллаху Та'аля нам делает васият, делает нам, имеется в виду напутствие, наставление, повелевает нам прямым текстом, чтобы мы стремились к благодеянию, благим деяниям, которые становятся причиной прощения наших грехов. Аллах Та'аля говорит, в этом аяте Он перечисляет некоторые сифаты, некоторые качества, которыми должен обладать муттаки, а и тот, кто боится Аллаха. Мы не будем весь аят переводить, приведем это именно те важные моменты, те важные качества, о которых Аллах Та'аля говорит. Первое. Умеют обуздать свой гнев. То есть, когда у человека гнев, шариат ему очень рекомендует его обуздать. Потому что шариат считает самым сильным человеком того, кто может обуздать свой нафс, когда он в гневе. Первый сифат в этом аяте, один из сифатов в этом аяте, те, кто умеют обуздать свой гнев. Второе, прощают тем, кто причинил им обиду. Это сифат качества муттаки, чтобы он прощал того, кто ему навредил, его обидел. Еще качество, он расходует имущество на благое и в богатстве, и в бедности, и в трудности, и в легкости. Во всех состояниях он расходует свое имущество на пути Аллаха. Еще один сифат, они раскаиваются, потому что человек, он не безгрешен. У любого человека, кроме пророков, грехи бывают. И признаком богобоязненного верующего является, что он после того, как получается грех, он раскаивается и просит у Аллаха прощения. Не постоянствуется на этих же грехах, а просит прощения. Вот некоторые моменты из этого аята. Для бараката прочтем еще несколько аятов из суры Аль-Му'минун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Вот этих 11 аятах Всевышний Аллах Та'аля перечисляет, какими качествами еще обладает истинно верующий мусульманин. Первое – смиренность во время совершения намаза.
ай совершение намаза смиренно, с хушуром, хузуром, спокойно, не отвлекая на разные ненужные ни мысли, ни дела. Это первый сифат. Избегает разговоры, которые не приносят пользы или добра. То есть всякая речь, всякие разговоры, которые бесполезны для ахирата, или в котором нет добра, или же пользы, от этих разговоров они избегают, остерегаются. И регулярно раздают закат тому, кто ее заслуживает. Оберегает себя от незаконных половых связей. Сохраняет доверенное имущество или же тайну. Это тоже, к сожалению, в наше время очень отсутствует, сохранение тайны. Соблюдает все свои договоренности, обещания и договоры между собой и между Аллахом, между собой и между людьми. Регулярно совершают намаз в отведенное для него время, выполняя его требования и обязательные предписания. Вот, дорогие братья, вот эти все качества являются признаком истинного верующего, у которого истинная и крепкая вера и богобоязненность. И не будет с нашей стороны преувеличением, если мы скажем, что в наше время примером обладателей выше приведенных качеств и нравов был наш досточтимый шейх Аид Афанди Адасалу Сираху. Он на личном примере помогал многим стать хотя бы частичными обладателями этих качеств и нравов, и по безграничной милости Аллаха войти в число его искренних рабов. Мы знаем, что к нему приходили тысячи муридов, которые погрязли в грехах, в любви к мирскому, любви к высокому положению, и они баракатом устаза и по милости Аллаха возвращались на путь покаяния и на путь исправления. Он был образцом прекрасных нравов, высокой морали, не только в отношении к людям, но даже в отношении всего окружающего нас мира. Например, вот мы, находясь рядом с ними, замечали, как он даже контролирует соблюдение порядка, чистоты, где бы он ни находился. Вот черкесцы знают, когда в одном месте, в одном зиярате ехали, мы остановились, было куплено мороженое, все съели мороженое и разбросали бумагу на поле. И он встал и своими руками начал эти бумаги собирать. Вот пример богобоязненного человека, который полезен для своего общества. И вот, дорогие братья, Аид Афанди, он был таким, и он сделал такими многих своих учеников. Он поднял на такие высокие степени большое количество своих муридов, и некоторым из них он сделал своими мазунами и поручил им наставничество. Одним из них является наш наставник, который, если мы будем смотреть со стороны, наблюдать за ним, не будет лестью с моей стороны перед наставником, пусть он меня простит. Вот эти все качества, которые мы прочитали в книге Аллаха, они все в нашем наставнике мы замечаем полноценным образом. Это не просто так, это милость Аллаха Та'аля, которая дается своим любимым рабам, и это достигается посредством долгого, упорного труда над исправлением своего навса, над исправлением своих духовных пороков и болезней с помощью других наставников. И альхамдулиллах, что Аллах Та'аля нас не оставил, не бросил, дал нам наставников, которые могут провести нас по пути богобоязненности и по пути благих нравов. Аллах Та'аля дал нам такую милость, что мы были свидетелями, когда Аид Афанди Адасалу Сираху давал иджазу нашему устаду. Я был один из двух свидетелей. Один я и другой Саадуллах Муначурат умер он. Вот мы оказали теми людьми, которых Аллах Та'аля возвысил этой милостью, быть свидетелями того, как Аид Афанди давал иджзу нашему наставнику. И со слов Аида Афанди это было сделано именно по ишаре и по велению Мухаммада Афанди Павловского. Далее, дорогие братья, также нам посчастливилось быть в числе тех людей, которых Аид Афанди Адасалу Сираху собрал в Черкее для того, чтобы сделать повеление Амру нашему наставнику.
это все снято на видео. Еще одна, дорогие братья, когда в 2002 году наш наставник Саида, наш устаз Саида Сираху отправлялся в хадж, есть письменное подтверждение, в котором он передает все свои полномочия нашему наставнику, если вдруг он из хаджа не вернется. Поэтому таким людям давать оценку мы не можем. Мы первоклассники, а они профессора. Как может первоклассник оценить и дать оценку профессорам? Нам остается, дорогие братья, воспользоваться тем шансом, который нам дал Всевышний Аллах Тааля. Это быть рядом с ними. Даже если не физически, то хотя бы духовно. Стараться выполнять те аурады, которые он, устав, нам поручает. Не просто формально, а на самом деле искренне, сердцем, с хузуром. Также нам остается, дорогие братья, всячески быть рядом, оказать содействие нашему наставнику, когда в этом есть необходимость. И если у нас это получится, то видеть в этом не нашу заслугу, а милость Аллаха Субхану ва Тааля. Дорогие братья, наше время очень смутное время, очень много таких моментов, о которых говорили предыдущие наши братья-спикеры, алимы, выступающие. Мы очень много негатива слышим, но тем не менее нам наши алимы рассказали, что отвечать на зло злом – это не путь ислама. Отвечать на нападки нападками тоже не путь ислама. Путь ислама – эти люди, которые подавляют свой гнев, не дают волю своему гневу, которые отвечают на зло добром, которые отвечают на грубость мягкостью, которые, думая о завтрашнем дне, о судном дне, стараются соблюдать в этих вопросах сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Нас к этому призывает арикат. Разве мы не видели на примере Саида Афанди, на примере нашего наставника, как они относились к тем нападкам, к тем негативным информациям, которые на них наливалось? Вот мы черпаем силу для этого от нашего устаза. И альхамдулиллах, что мы из числа людей, которые Аллах Та'ала направил, наставил на этот путь. Поэтому, дорогие братья, я здесь не затрону многих моментов, которые можно было бы затрагивать, потому что наш маджлис не для этого. Наш маджлис, чтобы мы пришли к единому общему знаменателю, который есть среди нас. Это мы, альхамдулиллах, мусульмане, мы, альхамдулиллах, последователи мадхаба, одного из мадхаба, данного шафийского. Мы являемся последователями, то есть ахлю сунна валь акида, ашаритами. И, конечно же, мы являемся последователями тариката. Хотя в данное время среди нас произошел какой-то раскол, надеемся, это все прекратится, и мы вернемся к своему первоначальному объединению и единству. Пусть Аллах Та'ала продлевает здоровую, долгую жизнь нашим наставникам. Пусть Аллах Та'ала даст нам тауфик следовать ихнему пути, ихним нравам, ихним моральным высоким степеням, и чтобы мы старались исполнять ихние аурады и посредством этого достигли довольства Аллаха. И чтобы последний вздох у нас был на словах «Ла иляха илля Аллах, Мухаммаду Расулуллах, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи ва баракатух».